Самые первые недели пребывания в должности продемонстрировали проблему явного дефицита квалифицированных управленческих кадров республики, отметил в Рио главы региона. Во многом именно человеческий фактор, уверен Калиматов, стал причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии региона и реализации в Ингушетии национальных проектов. Для решения этой проблемы в регионе запущен республиканский кадровый проект «Ингушетия. Курс на обновление». Конкурс для поиска самых квалифицированных и мотивированных руководителей, способных эффективно решать задачи развития региона, проводится под эгидой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Подбор будет кадров, начиная с одного зампредседателя, вице-премьера будет, 1-2 будут министры, несколько, может быть, немало замминистров. Через конкурс кадров будут проходить. И в целом мы будем давать путь и дорогу молодым людям, которые бы могли бы применить свои силы и осуществлять ту политику, которая сегодня во всем векторе направления министерств проводить и улучшать жизнь нашей республики. Надо просто навести порядок во всех отраслях, чтобы это соответствовало закону и, естественно, чтобы это было положительно отражалось в целом на республике и на наших людях, которые здесь живут. Чтобы стать участником проекта «Ингушетия. Курс на обновление», нужно заполнить анкету на сайте конкурс.ингушетия.ру. Адрес вы также видите на экранах. После этого вы становитесь участниками первого этапа конкурса. Специальная комиссия по итогам проведения ряда оценочных процедур отберет из них самых достойных для продолжения борьбы в очном финале. В этих целях созданы две группы. Одна называется экспертная группа и наблюдательный совет. А непосредственно эти две группы будут осуществлять постоянный мониторинг, изучение учетных дел конкурсантов. Наблюдательный совет, который я возглавляю, создан для проверки объективности, беспристрастности работы этой комиссии. Цель конкурса, я хотел бы добавить, это выявление и поддержка специалистов, обладающих управленческими компетенциями, для формирования непосредственно кадрового потенциала органов исполнительной и муниципальной власти Республики Ингушетия. Поскольку этот конкурс нацелен на то, чтобы найти и в том числе подготовить руководителей, 3 основных качества, которыми должен обладать руководитель. Первое – это профессионализм, эксперт в той области, которой он будет руководить. Это раз. Второе, хороший эксперт может не быть руководителем хорошим без хороших менеджерских навыков. Ну и третье, это лидерские качества, потому что он еще должен за собой вести, так сказать, свой коллектив для выполнения поставленной цели. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, проигравших в конкурсе не будет. Несмотря на то, что в резерв управленческих кадров попадут только финалисты, остальные участники проекта также будут включены в базу перспективных руководителей и специалистов. Нас поддерживает и администрация президента Российской Федерации, и как раз они нам помогают очень серьезно в этих вопросах. И поэтому у каждого будет возможность проявить себя, но это все зависит от его потенциала и знаний тех или иных. А комиссия уже будет объективно подходить и определять конкретно, кто выиграет, кто докажет, тот и будет руководить, будет руководителем. Результаты регистрации участников проекта «Ингушетия. Курс на обновление» станут известны в конце сентября, а общие итоги планируется подвести в начале ноября этого года. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.